Посетивший Восточный Туркестан для того, чтобы доказать, что вопрос лагерей является американской пропагандой, канадский журналист албанского происхождения Олси Джазекси стал свидетелем творящегося там беспредела. На видео журналист говорит, что изначально целью его поездки был сбор доказательств международной антикитайской пропаганды, проводимой США. Однако после посещения Восточного Туркестана журналист признал факт наличия пыток и массовых задержаний уйгуров. Стало известно, что Всемирный банк выделил Китаю $50 миллионов для строительства лагерей в Восточном Туркестане. Скандальный факт финансирования так называемых школ профессиональной переподготовки раскрыл китайский отдел Исполнительного комитета Соединенных Штатов Америки. Представитель комиссии Джеймс МакГоверн и сенатор Марко Рубио направили главе Всемирного банка Дэвиду Мэлпасу письмо с требованием разъяснить ситуацию. В частности, МакГоверн и Рубио призвали Мэлпаса обнародовать будущие планы по финансированию Китая и причины выделения фонда для репрессий этнических меньшинств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке пресс-секретарь главы ООН Стефан Дужарик сделал следующее заявление. Начиная с пятницы в регионе, включая Израиль, сектор Газа, Ливан, Сирию, Ирак и Саудовскую Аравию, не прекращаются воздушные атаки беспилотников и ракетные обстрелы. Ближний Восток не выдержит очередного кризиса. Израильские беспилотники, истребители и военные катера стали периодически нарушать границы Ливана. Представители Ливана продолжают обращаться в ООН по данному вопросу. В свою очередь, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что разбомбили важнейшие военные объекты, расположенные в столице Саудовской Аравии. Официальный Эр-Рияд пока не прокомментировал ситуацию. Во время пресс-конференции, посвященной закупу и поставке вооружения, советник министра обороны США Эллен Морд ответила на вопросы, связанные с исключением Турции из программы F-35. На вопросы о возвращении Турции в программу Лорд сделала следующее заявление. Анкара является нашим союзником и стратегическим партнером, поэтому мы находимся в постоянном диалоге. Что касается 900 комплектующих F-35, произведенных в Турции, то в дальнейшем их будут выпускать американские оборонные предприятия. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с Хасаном Рухани в случае установления благоприятных условий. На вопросы о посредничестве Франции в решении американо-иранского кризиса Трамп ответил следующим образом. «Иран не то государство, которым оно было 2,5 года назад, когда я впервые стал президентом. Тогда Иран был террористической страной номер 1. В регионе было 18 конфликтных зон, которые поддерживал Иран. Иран имеет огромный потенциал. Мы не планируем смены лидера и власти. Мы всего лишь хотим продления сроков соглашения, для которого достаточно отказа Тегерана от ядерного оружия и баллистических ракет».